Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бұл қазақ тілі сабағы. Ребята, на прошлом уроке мы с вами начали большой раздел под названием «Менің отаным Казахстан». В переводе «Моя родина Казахстан». И тема сегодняшнего урока – Бурабайдағы демалыс. Отдых в Боровом. Мақсаты қайда сұрағының мағынасын түсінесің, қайда сұрағына жауап беруді үйренесің. То есть мы сегодня с вами научимся понимать смысл вопроса «где» и научимся отвечать на этот вопрос правильно. Перед началом нового урока давайте сделаем обзор на прошлый урок. Давайте вспомним, что мы с вами проходили. На прошлом уроке мы с вами проходили регионы, да? Сейчас мы будем перечислять города по регионам. Батыс аймақ – это западный регион. Какие же города относятся к западному региону? Бұл Атырау, Орал, Ақтау және Ақтөбе қалалары. Шығыс аймақта в восточном регионе находятся города Семей, Өскемен қалалары. Солтүстік аймақта в северном регионе находятся города Қостанай, Петропавл, Көкшетау, Павлодар және Нұр-Сұлтан. Ал оңтүстік аймақта, то есть в южном регионе, находятся города Қызылорда, Түркістан, Шымкент, Тараз, Алматы және Талдықорған. Жақсы балалар. Надеюсь, вы вспомнили. Теперь перейдем к новым словам. Жаңа сөздер. Ребята, эти новые слова вам нужно записать в словарную тетрадь. Аудан – это район, орталық – центр, либо центральный, алыс – дальний, либо далеко. Ребята, чтобы правильно произносить эти слова, давайте вместе прочитаем. Аудан, орталық, алыс. Қайталаймыз. Аудан, орталық, алыс. Теперь, ребята, работа с новыми словами. То есть вам нужно будет составить словосочетание устным. Например, можно составить словосочетание үлкен аудан, что означает большой район. Орталық көше, центральная улица. Или же алыс жол, дальний путь. То есть таким образом вы можете составить словосочетание, да? Жақсы, ары қарай. Теперь у нас идет грамматика. Ребят, в начале урока я вам говорила, что мы сегодня с вами научимся правильно отвечать на вопрос «қайда», то есть «где». Обратите внимание на таблицу. Если слова заканчиваются на букву «б», «в», «г», «д», «к», «қ», «п», «с», «т», «ф», «х», «ц», «ч», мы должны будем к этому слову добавить окончание либо «та», если слово твердое, либо же «те», если слово мягкое. А если слова заканчиваются на букву А, Е, Я, З, Ж и краткий Л, М, Н, Р, У, то нужно добавить окончание «да», если слово твердое, или же «де», если слово мягкое. Например, чтобы ответить на вопрос «қайда», «где?», если вы хотите сказать «в Астане», вам нужно к этому слову добавить окончание. То есть будет Астана, да.
Почему же да? Потому что слово Астана заканчивается на букву А, и гласные буквы там твердые, поэтому будет да. Если же хотите ответить в Шымкенте, будет Шымкенте. Почему окончание те? Потому что слово заканчивается на букву Т, соответственно, в таблице, если на Т, то окончание будет либо та, либо те. Так как последний слог кент мягкое, мы добавляем мягкое те. Дальше. Семейде, что означает в семейе. Точно так же слово заканчивается на и краткую, будет окончание де, так как слово мягкое. Я надеюсь, вам все понятно. Теперь открываем рабочую тетрадь, пишем сегодняшнее число, қыркүйектің 4-і, класс жұмысы, тема урока бурабайдағы демалыс. Мы с вами сейчас письменно будем выполнять второй тапсырма на странице 6. У вас идет диалог. Вместо многоточия в диалоге вам нужно будет добавить нужное окончание по данной правиле. Я надеюсь, вы справитесь.